Чарговый ливень і зноў абазначыў на карце горада новыя уразлівыя кропкі. Іх аказалася шмат. Прыватныя падворкі, падвалы жылых дамоў, адміністрацыйных і офісных будынкаў. Толькі за некалькі гадзін на дзяжурную лінію МНС поступило 150 тэлефонных званкоў о падтапленні. На 50 хвілін выйшла са строю падстанцыю ў мікрараёне Паўднёвы. Былі перабоі са святлом і ў мікрараёнах Усходні і Заходні. Не пашкадавала стыхія і некаторыя дамы. Все по ступенькам, воды полным-полно. А все началось, как только пошел дождь, пошел этот ливень. И не поглощает труба наверху, и все это хлынуло сюда. Промоклые столи и стены, рештки тынкоўкі и лужины на подлозе. Следы вечернего визиту стихии башня паўсюдна. Еще горшая история у квартирах. Здесь очень много над дверями было. Просто ручьем текло вода, не успевали воду менять, тазики и все остальное. Тацяне Хворак пашчаслівілася больш. Яе кватэра застрахавана. Жанчына кажа, ужо навучана горким опытом. Звонили, спрашивали, потому что это нужны специалисты для того, чтобы это все устранить. Это же не можно на таком уровне. Вот. Они сказали, что эта процедура стоит 60 рублей. Поэтому, да. И оплачивать предлагают? Да, предлагает, да, оплачивать. Приходили, конечно, к нам, в общем, с нашего жрева в 7, но они составили вроде бы акт, но у меня квартира застрахована, поэтому должны сегодня еще в 7-5 часов прийти сотрудники Белгостраха. Зараз жыхары дома по Московской 340 ходят один до одного, каб оценить масштабы наступства ливня, подчас якога, говорить, нават не было часу присести. Ужас, конечно, потому что да, паника, что здесь, ну, если капает на голову вода, да, что делать? И квартира как бы не застрахована, и что будет потом. Я первоначально увидела на площадке эти лужи. Я думала, может, просто на площадке, но когда зашла в квартиру, я была просто в шоке, что мы еще и до квартиры добралось. А вось жыхарам дома на Орловской 73 дасталося яшчэ больш. Іх панельку дождь промочыў до першага поверха. Что казаць про верхнее? Боже, вода, откуда она? Открываю дверь, у меня вот столько воды. Здесь дорожка ковровая, там ковер, там ковер. Значит, так, везде. Там льется. Владимир Гуменко и зараз, калі проводить экскурсию по своей квартире, означает, до такого дождю не был готов никто. Приходили ЖЭС и сказали, что ну, клей там плохой или что. Да. Вот плитка повыпадала, вот обои поотлетали, вот здесь вот наверху. Вот эта штукатурка. Зараз, калі люди уже трохи адыходзяць ад падзей нядзельнага вечару, перад імі паўстае пытанне, што рабіць, хто будзе ажыццяўляць рамонтныя работы і за які кошт. А між тым сіноптыкі папярэджваюць, што дажджлівае надвор'е захаваецца яшчэ некалькі дзён. Евгений Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».